После подписания договора о свободной торговле между Австралией и Китаем вовсе не удивительно, что зарубежные инвесторы детальнейшим образом рассматривают свои инвестиции в Австралию. На эту тему мы сегодня общаемся с Эндрю Браком, директором по планированию Financial Services Council, который расскажет нам о трансграничных потоках капитала. Эндрю, спасибо, что нашли сегодня время с нами пообщаться. Итак, начнем с основных моментов отчета по трансграничному движению капитала. Во-первых, за последние 4 года приток зарубежного капитала в австралийские трастовые фонды удвоился с 20 миллионов долларов до 40 миллионов. Это замечательный показатель роста в контексте нестабильного состояния мировых финансовых рынков. Во-вторых, из 40 миллионов долларов в трастовых фондах Австралии сегодня 33% принадлежит Японии, одному из крупнейших торговых партнеров страны. После того, как Австралия подписала соглашение с Китаем, мы надеемся, больше инвестиций она сможет привлечь из страны Японии. Это очень хорошая поддержка для наших внутренних управляющих фондами, ведь не только капитал удвоился, но и хорошая его часть принадлежит уважаемой во всем мире Японии. The very highly regarded Japanese market have sought to entrust us with some of their wealth as well. Приток зарубежных инвестиций в Австралийский институт технологий в Мельбурне удвоился в этом учебном году. Есть ли отдельные сектора, которые особенно в почете? Зарубежные инвесторы вложили свой капитал в абсолютно разные сектора. MIT привлек наибольшее количество разных инвесторов, таких как пенсионный фонд, государственные фонды, частные семейные фонды. Также большой объем капитала выводится из Австралии и инвестируется в азиатские регионы, в такие сектора, как внутренние активы, инфраструктура, недвижимость, фиксированная прибыль. Практически все это затрагивает всевозможные варианты для инвестиций. Австралия ранее была известна как односторонний рынок, то есть как рынок лишь внутренних инвестиций. Но теперь практика показывает, что австралийские менеджеры способны на большее. People often think of the Australian market as a bit of a one-trick pony. We're famous for, at least domestically, for equities, but it shows that our managers have skills well beyond buying the big four banks and Telstra and the miners. Как было сказано, Япония – один из главных инвесторов в Австралии. Учитывая недавний показатель ВВП, стоит ли нам о чем-либо беспокоиться? Япония является одним из главных торговых партнеров Австралии еще с 50-х годов. В начале 50-х страны подписали договор о торговле через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Поэтому в экономическом плане наши две страны связаны уже долгое время. Поэтому, когда Япония чихает, Австралия сразу же находит дополнительное одеяло, так сказать. Так, слабый ВВП никогда не будет хорошим показателем для Австралии, но это может заставить крупных японских предпринимателей вывести свой капитал из Японии. За последние несколько недель крупный фонд Японии, один из крупнейших фондов мира, проявил явные признаки желания вывести капитал из Японии. Это естественным образом создаст дополнительные возможности для австралийских менеджеров, поскольку они получат активы, к которым они уже так давно хотели иметь доступ. Поэтому на макроуровне ВВП Японии всегда будет оказывать влияние на Австралию как его главного торгового партнера. Но в плане сектора управления капиталом, чем больше денег уходит из Японии, тем больше у нас шансов их заполучить. В отчете также говорится о необходимости повышения конкурентоспособности Австралии. Не могли бы вы этот момент прокомментировать? Австралия всегда создает законы, которые австралийцы только могут понять. Никто не понимает нашу законодательную базу по продажам, нашу систему налогообложения. На душу населения у нас самый высокий налог в мире. Но это внутренние дела страны. Когда же дело доходит до зарубежных инвестиций, нам необходимо донести нашу идею другим людям. Пока наша инвестиционная система абсолютно непостижима для иностранцев, плюс система налогообложения не выдерживает никакой конкуренции. Но поскольку Австралия подписалась на сотрудничество с азиатским регионом, в последующие 3-4 года правительству просто необходимо внедрить конкурентоспособную систему налогообложения. As we move towards the commencement of the Asian Region Funds Passport and the bedding down of these free trade agreements over the next 2 to 3 years, it's imperative that the government puts in place competitive tax settings.
Эндрю, спасибо, что были сегодня с нами.